Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами программой «Новый день» на канале НЛК Саха. У нас есть чем гордиться. Это наши молодые, талантливые ребята, которые пришли к нам сегодня в студию со своим педагогом. Это Игорь Иванов, педагог дополнительного образования Кванториума, который располагается во Дворце детского творчества города Якутска. И ребята, победители, участники Всероссийского форума Проектория. Проектория. Вот такое название. Это Вадим Кисеевич и Артур Трапезников. Доброе утро, ребят. Немножко вот о этом форуме. Как ребята туда отобрались и что для этого было нужно? Летом мы узнали, что проводится конкурс авторских уроков для отбора победителей для участия в этом форуме. Вот мы подали заявку, сняли видеовизитку, и потом осенью уже узнали, что мы прошли отбор. Из более чем 2000 педагогов отобрали 122 педагога, которые прилетели в Ярославль для участия в этом форуме. В том числе они должны были с собой взять троих наиболее отличившихся учеников. Вот ребята чем отличились? Они победители второго национального финала Junior Skills по компетенции прототипирования, многократные победители Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, ну и победители наших местных тоже соревнований по 3D. Ребят, вы учитесь в школе, я так понимаю. Какой класс? 9 Б. 9. То есть вы вместе одноклассники? Да. Какая школа? 33-я. 33. Какой вы проект представили в 3D-моделировании? Они вообще 3D-моделью с 5 класса занимаются. Вот скажите, Да. с 5 класса. Ну, вообще мы начинали с Проекта Леонардо да Винчи. В 5 классе мы его начали делать, и потом мы начали защищать его на «Шаге в будущем». В «Шаге в будущем» мы заняли первое место, и дальше начали продолжать в этой сфере. То есть у вас уже более 4 лет опыта работы именно над одним проектом. А в чем заключается именно исследование по Леонардо да Винчи? То есть по его чертежам вы как-то их доработали или же просто представили его модель? По его чертежам мы делали машины всякие разные, корабли летающие и так далее. Как вы видите в перспективе 3D-моделирования, какое оно может занять нишу и как оно вам помогает вообще в жизни? Ну, нам помогает, наверное, больше в художественной сфере. Там смоделировать дом, не знаю, для постройки. И квартиру смоделировать. Ну, это я смотрю у Вадима и у Артура какие-то дипломы. Что это за дипломы? Покажите их, пожалуйста. Так. Ну, вот я смотрю, да, как раз форум профессиональной ориентации «Проектория», Всероссийский урок. А вот что было в рамках этого форума предложено вам? Я так понимаю, педагоги проходили какие-то Курсы, семинары, да, и курсы повышения квалификации. У нас было дети отдельно, у них по своей программе они работали. Их распределили по командам, и они разрабатывали проекты совместно с партнерами форума. А ребята, вы чем занимались? Расскажи, над каким проектом работают? Я был в материалах, и у нас были проблемы, то, что телефон тяжелый или скользкий. И мы его делали из углеволокна и резины. То есть мы должны были полностью смоделировать этот телефон. Я делал телефон в 3D-проекции. Корпус телефона. Мы взяли за основу iPhone 5s. И он был не морозоустойчивый из-за того, что он алюминиевый. А алюминий проводит тепло. И мы решали эти все проблемы. Вадим, почему ты вы выбрал именно 3D-моделирование тоже? потому что мне нравится именно работать в этих программах, как-то, не знаю, предрасположен к этому. А долго был путь к этому? Или как-то вот так вот сразу? Со скольки лет? Не знаю. Только ли с 5 класса? С 5 класса, но до этого я как-то увлекался рисованием, вот этим. Спасибо большое, ребята, за то, что вы подошли к нам в студию. Хочется вам пожелать творческих прорывов, чтобы у вас вот эти дипломы были не последние, и чтобы вот ваши разработки заняли достойные места и дальше. Спасибо. Ну а на этом мы прощаемся. Желаю вам всем хорошего настроения. У нас впереди еще будет продолжение. Алексей Лукин и Гея Буртахова продолжат эфир «Нового дня». Я же с вами прощаюсь. Ненадолго, только до завтра. Всем хорошего настроения, отличного рабочего дня. Пока-пока.